Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу «Про спорт». Назрановский «Ангушт» разгромил «Спартак» Нальчик со счетом 4-0. Игра проходила на выезде. Первый тайм шел достаточно ровно. Было небольшое преимущество хозяев поля, и обе команды создали по несколько опасных моментов. Однако второй отрезок прошел под диктовку «Ангушта». Голы пошли один за другим, причем 3 мяча забил один игрок, хет-трик оформил Рамазан Ибрагимов. Таким образом, «Ангушт» остался на 12-м месте в турнирной таблице. Следующую встречу команда проведет с лидером группы «Динамо Ставрополь». Султмурат Бакаев принес Акрону победу над ЦСКА в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Игра завершилась со счетом 1-1. Решающий момент матча случился на 52-й минуте, когда Бакаев-младший точным ударом открыл счет. У Бакаева были яркие моменты, он несколько раз опасно подходил к воротам соперника. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1-1. Несмотря на ответный гол армейцев, в серии пенальти именно Бакаев хладнокровно реализовал свой 11-метровый, а его команда вырвала историческую победу. Акрон впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится со следующим соперником. 28 августа Акрон сыграет на выезде с московским «Локомотивом». Ингушские футболисты продолжают покорять фанатов за пределами республики. Нападающий белорусского «Энергетик» БГУ Али Картоев снова продемонстрировал высокий класс игры в белорусском чемпионате. В последнем матче против футбольного клуба «Энергетик» в гостях Али вновь проявил свое мастерство. Одним из самых запоминающихся моментов матча стал гол, забитый Картоевым на 44-й минуте, когда при счете 2-0 он шикарным ударом с места закрутил мяч в дальний угол. Комментаторы отметили не только точность удара, но и его красоту. В текущем сезоне для Али это уже 9-й забитый гол. Матч для «Энергетика» БГУ завершился разгромной победой гостей 6-0. Магомед Тагир Ханиев стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет памяти Юрия Власка. Ханиев выступал в весовой категории до 92 килограммов и представлял Дагестан. На пути к победе ингушский борец провел несколько схваток. В финале одержал победу над представителем Дагестана Малачдибировым со счетом 8-4. Победа в турнире обеспечила Ханиеву путевку на первенство мира по вольной борьбе в Сербии в октябре. Первенство России по вольной борьбе среди юниоров проходило в Улан-Удэ. Всего в турнире приняли участие около 350 сильнейших молодых борцов со всей страны. Соревновались в 10 весовых категориях от 57 до 125 килограммов. В Ингушетии активно развивается грэпплинг. Наши спортсмены показывают хорошие результаты. Об успехах ингушских грэпплеров и развитии этого вида спорта мы поговорим с тренером по грэпплингу Лом Али Мархиевым. Он сегодня в нашей студии. Лом, ассаламу алейкум. Приветствую тебя в студии программы «Про спорт». Сегодня поговорим о грэпплинге. Как мы все знаем, у нас в Ингушетии этот вид спорта в последнее время активно развивается. Есть и успешные спортсмены, есть определенные результаты. Ты как сам грэпплер и теперь уже как и тренер, расскажи, каких результатов вообще за последнее время добились наши спортсмены? Как спортсмен, сначала так вкратце скажу о себе. Я выигрывал много международных турниров, много всероссийских турниров, становился и призером, и чемпионом Юга России, Северо-Запада России и России. Вот. По таким организациям, как ACB, мы все знаем. Как тренер я открыл недавно клуб, как относительно в 2023 году. Вот, Мархиев Тим. Это Eagles, все равно, что Eagles Баржи, это клуб, который я представляю, но он находится в Махачкале. Мой тренер — это Арсен Шапиев, он черный пояс, второй дан, многократный чемпион Европы, России и мира. Вот. И меня это как-то вдохновило, я открыл свой клуб в Москве. Под моей эгидой сейчас находится примерно 30-40 человек, моих воспитанников. Из них некоторые выступают, некоторые там ходят для себя. Из тех, которые выступают, все мы знаем Мухаммада Плиева, который, кстати, недавно выступил на Submission Only, по-моему.
выиграл этот турнир, зажав уверенно 3 схватки, если не ошибаюсь. Вот. А есть еще другие молодые воспитанники, такие как Абдурашид Кураев, Абдурахман Байсангуров. Вот. А в скором временем Ибрагим Измайлов тоже вступит в наши ряды. А так, в принципе, с момента открытия клуба, я его в 23-м году открыл, спустя примерно полгода у меня выявилось 6 чемпионов, по-моему, 6 призеров Евразии, из них 4 золотых медалиста, 2 серебра, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Также ребят вожу на сборы в Дагестан, на нашу основную базу Eagles Барже. Повторюсь, это который клуб, который я сам представляю, а мои воспитанники уже представляют Мархиев Тим. Вот. Пару раз возил их туда на сборы, всем ребятам довольно понравилось все. Ну, пока как-то так. Омали, вот мы привыкли, что тренер, он уже солидного возраста, уже пройдя свой спортивный путь, добившись там определенных результатов, уже потом начинает тренировать молодое поколение. Ты достаточно молодой, сам тоже выступаешь и одновременно тренируешь. Не сложно ли совмещать все? В последнее время я не активно выступаю, я выступаю очень редко. В последний раз выступал в феврале месяце по определенным обстоятельствам. А совмещать нет, это как раз-таки наоборот, одно другое дополняет, воспитывая своих учеников. Я не только как бы даю им рост, но и от них тоже беру многое. И сам в тонусе постоянно, вот, тренировки. Да, все правильно. Поэтому я могу быть как тренер, сам выступающий, но в то же время мои же ученики могут быть там на голову выше меня. Поэтому это такая тонкая грань, когда нужно быть и тренером, и действующим спортсменом, который мотивирует своих ребят. Ну, как правило, они меня больше мотивируют. А касательно возраста, этот спорт тем хорош, что можно в любом возрасте им заняться и достичь хорошего результата, то есть успеха в спорте. Этим он богат. Почему именно грэпплинг? Ну, изначально я хотел очень смешанное единоборство. Вот. Получил серьезную травму, после чего переквалифицировался в грэпплинг. Я не знаю, я не борец, не дзюдоист, там, не самбист, а вот грэпплинг, как раз-таки там все виды борьбы слиты, и это то, что мне больше подходит. Как-то так и получилось. Я не люблю слишком много ограничений в правилах, когда нельзя это, то делать. А тут практически можно делать все, кроме того, ну, кроме как бить. А со скольки лет ты занимаешься спортом? Вообще спортом я поздно начал, честно говоря. Я в лет 15 начал заниматься вообще спортом. А грэпплингом именно я занялся с 16-го года. Да, в 16-м году я начал выступать. Где-то в 15-м году так я и начал заниматься. Около 10 лет. Вот. Касаемо развития этого вида спорта у нас в Ингушетии, что бы ты хотел сказать? На каком уровне сейчас грэпплинг? У нас очень много перспективных, талантливых спортсменов именно в этой дисциплине. Молодое поколение, оно приятно удивляет на международных аренах, на межрегиональных турнирах, выигрывая первые и вторые места, стабильно забирая. У нас просто нужно, как сказать, развить в плане сервиса у нас в республике. Это побольше залов, побольше возможностей нужно предоставить ребятам, чтобы они достигли мировых высот. У нас в республике не планируешь, что зал открыть? Есть у меня такая задумка, есть и площадка, которую я уже, в принципе, рассматриваю. Это в Магасе. Вот. Как это все будет сейчас происходить, пока я работаю над этим, ну, до Лэндали хочу здесь открыть.
Амали, вот в ходе твоей тренерской деятельности, чем ты руководствуешься, как ты мотивируешь ребят? Главный инструмент, который ты используешь в ходе подготовки спортсмена к очередным соревнованиям? Главный инструмент, я бы не сказал, что у меня есть какой-то такой, ну, какая-то козырная карта, которую я использую. Просто каждый, ну, человек, который приходит ко мне на тренировку, должен понимать, для чего ему это. Если он хочет сделать результат, тогда я от них требую и дисциплины, и порядка, и стабильности, то есть соблюдаю строгость. А если человек пришел, ну, для себя позаниматься, отвлечься от обыденности, от обычной жизни, от быта как-то уйти, ну, от них я, естественно, так много не требую. Они просто проводят хорошо время в зале. У кого какая цель? Да. Плюс взаимодействие там профспортсменов выступающих, ну и обычных там обывателей, которые для себя тренируются. Ну, такая интересная коллаборация происходит, что в плане, ну, они общаются, получают друг от друга удовольствие. Вот среди твоих воспитанников это спортсмены, которые впервые пришли в спорт именно в грэпплинг, или же есть спортсмены, которые перешли из другого вида спорта к тебе? Ну, возьмем пример Магомеда Плиева. Он выступал и в смешанных единоборствах, и в грэпплинге. Вот. Пример, ну, на его примере скажем, что это профспортсмен, который имеет за плечами хороший опыт, пришел ко мне на грэпплинг, теперь хочет сделать результат в грэпплинге. Ну, максимально нацелен на это, а я ему в этом помогу. Ну, у него это очень хорошо получается. Да, неплохо получается. Амали, какие планы на ближайшую перспективу, какие-то соревнования, где-то планируете участвовать? В ближайшее время я должен вернуться в Москву. Да, по осени мы начнем активно выступать. То есть это будет, скажем так, 2-3 турнира в месяц мы будем в Венделе проходить. Сам не планируешь пока выступить? Планирую. Мне нужно немного привести состояние здоровья в порядок, и дальше я сам тоже продолжу. Пока у меня есть эта мотивация, ну, пока желание еще при мне сохраняется. Дальше посмотрим. Будем следить за твоими достижениями, за достижениями твоих подопечных. Желаю удачи, успехов. А теперь дайджест российских и мировых спортивных новостей. Футболисты Калининградской «Балтики» и Московского «Локомотива» сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче 5-го тура «Мир» российской премьер-лиги. Сборная России по баскетболу со счетом 94-67 обыграла команду Египта в товарищеском матче. Встреча прошла в Гизе. Футболисты Краснодара со счетом 5-1 разгромили Сочи в матче 5-го тура «Мир» российской премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белорусскую Арину Соболенко в четвертьфинальном матче турнира женской теннисной ассоциации в Цинциннати. Хамзат Чимаев победил южноафриканца Дрикуса Дюплесси в титульном поединке абсолютного бойцовского чемпионата UFC в средней весовой категории. Турнир UFC 319 прошел в Чикаго. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.